Последний раз она мне показала, вот кто аборты поделал. Это я даже не понимала сначала, что это такое. Но когда мы идем, я видела большой такой белый шкаф. Этот шкаф открывают бесы, главные бесы. И вот я вижу, как эти бесы открывали шкаф и оттуда вытаскивали куски мяса и на них кидали. Вот озеро такое там было. Там очень много людей, и мужчин, и женщин, и врачи в белых халатах были. И мне это непонятно было, и она говорит, это вот где-то убийство. Где-то убийство, я говорю, что такое, я не знала. Она сказала, это аборты. Вот за что сильное наказание вот получает человек, женщина и мужчина тоже. Если они договорились и сделали аборт, то за это наказание получают и муж, и жена, и врач, который это аборт сделал. Вот это вот, это так не представишь, если не увидишь, как они вот оттуда брали эти куски мяса и на них кидали, и вот так прилипали на нос, на уши, на везде, вот и вот так кровь течет с них, это было жутко видеть. И она сказала, что это грех, Господь не прощает. Плохо прощает. А я говорю, а что же надо делать? Я прямо была в ужасе. А она сказала, что это до конца своих дней надо молиться и просить Господа прощения за этих детей. За этих детей надо, вот которых детей бросают, сирот, бесхозных детей. Вот кто аборты сделали, эти родители должны помогать вот таким детям. Ходить и помогать им. И тогда, когда вот эта помощь, Господь все и все это добрые дела называются. И они тогда, он тогда вот в конце, конечно, простит этот грех. Если простит, надо, сказала она, тяжкими трудами, тяжкими, за больного ухаживать, больному помогать, ну, тяжкому, вот лежачему больному. В общем, тяжкими трудами это молиться и добрые дела, и ухаживать за больным, это тяжкий труд называется. И вот такими трудами вот надо, чтобы занималась женщина. И она тогда, вот, тогда Господь ее пожалеет и снимет этот грех. К сожалению, была такая ситуация, когда я сознательно решилась на аборт. Я оказалась в аду. Я была как бы в карете скорой помощи, была сирена, ее крутила по эллипсу, по одной и той же орбите, как будто бы я была в космосе. Очень явно слышала вот то, что я потом прочитала в Евангелии, хохот, и скрежет, и лязг зубов. И это было очень страшно. Там нет ни капли божественного света, ни капли тепла. Там был какой-то абсолютный холод. Там было чувство вечности, что это будет всегда. И вот душу охватывало абсолютно полное отчаяние. Я тогда очень четко понимала, что тут убийцы. То есть здесь те, кто совершил что-то такое, что они не заслужили Божьей любви. И там не было Бога. Там не было ни капельки Бога, там вот была какая-то абсолютная тьма, вот тьма и холод. Еще даже была не крещенная. Мою душу тогда охватило просто полное какое-то вот уныние, потому что я даже не представляла вообще, как можно вот этого избежать. И я понимала, что это как бы я заслужила, но вот это чувство ада, я просто тогда поняла, что это вообще такое страшное, что даже передать словами нельзя, туда нельзя попадать. Я понимала, что это будет всегда. То есть это вот совершенно пронзительное чувство вечности, что это навсегда, это нельзя изменить. То есть это уже вот страдание, то есть моя душа страдала ужасно, но это страдание, которое было обречено на вечность. И слава Богу, что я после этого пришла в храм, и я поняла, что можно покаяться, можно пойти на исповедь и сказать, да, я согрешила, я убила своего ребенка, но я могу пойти и делать всю свою жизнь, молиться за душу этого ребенка и плакать. Для меня это стало каким-то очень важным таким
критериям. То есть мне вот Господь открыл, что может быть так, а может быть так. И я просто поняла, что это как бы ситуация выбора. То есть каждый человек должен сделать выбор. Аборты, они, конечно, больше, так сказать, больше ответственность ложится на женщину, чем на мужчину, да. Хотя с мужчиной это тоже не снимается так просто вот. За все приходится отвечать, да, за все приходится отвечать. И своих деток видел. Да. Вот ангелы сказали, сейчас это еще не все, увидишь, вот еще и своих детей увидишь. Абортированных. Да, абортных детей. Эти души, они растут так же, как и на земле. Достигают такого же возраста, вот. Видно, до 34 дней. Да, также вот такой же возраст, как и Господи. в Царстве Небесном, что в аду душ находится такого. Только если в младенческий попадает, они растут. Достигает одного возраста. И вот когда увидел своего сына, увидел, и девочка была, где-то год примерно разница была, 5-6 или 6 и 4,5, вот так там год-полтора разница. Вот там увидел, сразу себя увидел же мать ихнюю. Это как сказать, дети, они что здесь похожи, но там как-то, здесь может быть, вот ребенка как-то так не определить. Так, а там так все сразу знаешь. Там уже как-то Господь все открывает, насколько там видишь. Вот себя видишь и видишь, эту мать видишь. Прямо вот как бы насквозь смотришь и все видишь. Да, настолько там понятно, это ясно. И так пришлось мне плакать здесь, да, и как вот ангел он сказал, что вот оставьте меня здесь, пусть их освободите отсюда, вот как. Вот. Ну, там такое нельзя. Себя как бы там оставить за другого и что-то. Когда в утробе матери появляется ребенок, Господь сразу душу дает этому ребенку. И когда мать в своем утробе на куски режет его и не дает родиться этому ребенку, это великий грех. За этот грех сильное наказание дает Господь. И мужу, и матери, и вот еще и врачам. Когда я их увидела, как они там, вот такой большой шкаф, и в этом шкафу вот эти дети по кусками вот. Они же тоже в аду. Это же родители вот этого добились, чтобы эти дети, еще которые не родились, они в аду находятся. И вот бесы берут их, и прямо на этих родителей кидали эти куски мяса. И я когда это увидела, это было страшно смотреть на это. И она мне сказала, вот на земле очень ужасные грехи происходят. Вот это где-то убийство называется. Ни в какой войне, говорит, столько людей не погибли, сколько в утробе матери своих детей губят родители. И это очень ужасно. Я так удивилась, я говорю, это же у нас разрешено государством аборт делать. И она сказала, а государством разрешено это все, за это же платится. Когда вот я увидела вот этих врачей в белых халатах, они также отвечают как родители. Они же это все делают. И они это не должны делать. Это очень жуткая картина и очень ужасно. За это надо очень сильные молитвы читать, чтобы Господь простил вот этот грех. С обратной стороны меня вывели, смотрю, а детки прямо у меня по ногам. Вот здесь немножко так ручеек проходит, еще как-то как ручеек, канавка. И они тут сидят, играются, две женщины повернуты так ко мне спиной. Ничего мне не говорят. Я говорю, как? Как эти детки здесь очутились? Почему они здесь? Это нерожденные детки, они говорят. Я говорю, как это? Нерожденные детки. Они говорят, это жертвы аборта. Я говорю, а что? Похолодела. Аня, ты твои здесь. Я говорю, а что? Я за них буду отвечать. Они молчат. И я уже больше... Все, я поняла. В этот момент я поняла, что я сейчас получу наказание. Это был как большой гигантский аквариум. Друзья, я не могу об этом умолчать.
Потому что до сих пор, когда я вспоминаю то, что я увидела, у меня волосы становятся дыбом, и мурашки идут по коже. В этом аквариуме, заполненном газом, находились человеческие зародыши. Как они кричали! Как они кричали! Это было ужасно. Они кричали: не убивай. Не убивай, мама, не убивай меня, не убивай, мама, я хочу жить, я буду тебя любить, только не убивай. Я растерялась и чувствовала, как в смолу встала, не могу идти дальше. Спрашиваю ангела, что это значит? А он говорит, это жертвы аборта, это души, которые должны были прийти на землю, исполнить волю Божию и вернуться к Богу. Но их убили, не дав им еще родиться. Они будут свидетельствовать о своих родителях. Они явятся на суд и будут свидетельствовать о своих родителях. И тут я увидела, как один из этих зародышей исчез. Потом еще, потом еще. Я говорю, а куда они исчезают? Они что, растворяются? Нет, сказал ангел. Это Господь изымает. Я говорю, а почему? Почему он этих оставляет, а тех изымает? Его родители покаялись. Они прощены. И эта душа больше не будет свидетельствовать о них на суде. Она вернулась к Господу. Господи, как Ты велик, Господи, что Ты и это прощаешь. Слава Тебе, мой Владыка.